Мигранты ГИБДД озвучили статистику аварийности в регионе за первый квартал этого года. Ледоход опаздывает. Якутия готовится к весеннему половодью. В Алекминском районе началось строительство новых объектов для проведения СА «Халанхо-2020». В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Аварийность в сфере пассажирских перевозок по итогам первого квартала остается сложной. Об этом говорили на совещании представители Минтранса региона, ГИБДД и перевозчиков. По вине водителей автобусов произошло 8 дорожно-транспортных происшествий в республике. О нарушении правил только в столице региона зафиксировано более 1000. По-прежнему большее беспокойство вызывают междугородние перевозки. 47% от всех правонарушений, зафиксированных комплексами фото и видеофиксации, приходится на микроавтобусы именно на федеральных трассах. Невозможно у каждого столбика километрового инспектора ДПС поставить. И идет реорганизация МВД в целом, в том числе касается госавтоинспекции. Сотрудников у нас меньше и меньше становится, поэтому сейчас упор сделан на комплексы фото-видеофиксации. Вот из этих перечисленных 467 правонарушений у нас, конечно, основное это федеральная дорога Лена-Дала 356, ФАТ Вилю 72 и ФАТ Колома 39. По базе данных у нас нарушителями в основной массе являются, конечно, водители, осуществляющие межрайонные перевозки. Дальневосточным окружным военным судом осужден гражданин Киргизии за совершение преступления. Осенью прошлого года сотрудниками УФСБ России по республике во взаимодействии с коллегами из Амурской области был задержан модератор радикальной исламистской идеологии. Гражданин, находясь по месту пребывания в Якутии, осуществлял поиск и вербовку лиц для участия в террористической деятельности в интересах международной террористической организации. Для реализации своих преступных замыслов убежденный сторонник радикального ислама использовал социальные сети. Так, осужденный с помощью личной страницы в сети интернет осуществлял размещение материалов, поддерживающих деятельность террористов. Кроме этого, распространял различного рода материалы с призывами подражать им. При этом доступ для просмотра и копирования был открыт неограниченному кругу лиц. Военных из Улан-Удэ перебросили в Петровск-Забайкальский район Забайкалья для ликвидации крупного природного пожара. Более 30 военнослужащих, 5 единиц техники. В настоящее время общая площадь низового пожара, который необходимо ликвидировать, превышает 35 гектаров. Также для ликвидации природных пожаров в готовности находится более 200 пожарных команд, подготовлены около 400 единиц специальной пожарной техники. Вскрытие реки Лена пока не произошло. Возле города Усть-Кут отмечаются лишь местные подвижки льда. По прогнозам, ледоход в Алекминском районе ожидается в первой декаде мая, а в районе города Якутска после 10 мая. Причем возможны заторные явления возле столицы, а также в Намском, Усть-Алданском и Среднеколымском районах. Что касается Амгинского района, который наиболее сильно пострадал от весеннего наводнения в прошлом году, то в этом повышении уровня воды на реке Амга не предвидится. На севере Якутии на реке Алазея также отмечается высокий уровень снегозапасов, что может привести к затоплению сенокосных угодий. При этом подтопления населенных пунктов не будет. По данным нашего якутского ГМС, предстоящий год будет немножко сложным в том плане, что прогнозируется образование заторов на территории города Якутска, Намского улуса и устьевой части Алдана, это на территории Ус-Алданского. Также по данным якутского ГМС у нас по толщине льда есть превышение по льде на реке Колыма в районе Среднеколымска, это где-то на 48 сантиметров. И локально у нас по Лене превышение наблюдается в районе города Ленска и на территории города Якутска и Намского. А в Хангаласском улусе один из затороопасных участков реки Лена может стать причиной подтопления южных наслегов улуса в период половодья. Батамайский перекат из года в год привлекает внимание противопаводковой комиссии улуса. Проведенный ныне мониторинг показал, что пески на данном перекате увеличились по площади и по высоте. В случае затора льда на данном участке в зону потопления могут попасть около 100 жилых домов южных наслегов улуса. В
В прошлом году затор на том участке стоял более 4 суток. С такой информацией выступила на Совете глав наследников Улуса руководитель единой дежурно-диспетчерской службы Виктория Бусурманова. Также она озвучила 4 прогнозируемых сценария при наступающем паводке. В преддверии сезона охоты на уток начались мероприятия по профилактике птичьего гриппа. Отмечу, что по данным Всемирной организации охраны здоровья в 2018 году было зарегистрировано 507 очагов высокопатогенного гриппа птиц в 35 странах. В том числе на территории России было выявлено более 82. Вирус гриппа птиц распространяется в 15 субъектах. В зоне высокой степени риска находятся регионы, граничащие с Китаем и Монголией. В связи с этим высока вероятность заноса возбудителей птичьего гриппа на территорию Якутии. Инспекторы управления Россельхознадзора предупреждают охотников о возможности заражения от больной дичи. За 2018 год управлением Россельхознадзора по Республике Саха-Якутия было направлено 275 проб биологического и патологического материала на исследования по высокопатогенному гриппу птиц, по результатам которых положительных результатов не выявлено. В связи с началом открытия охоты на дикой водоплавающей дичи, управление Россельхознадзора проводит мониторинг, а также отбирает пробу. Запланировано 400 исследований на грипп птиц. 18-й республиканский пасхальный фестиваль искусств «Золотые купола» проходит в Якутске. В программу мероприятий входит фестиваль «Доброе кино», который проводит Якутская епархия. А сейчас в историческом парке «Россия. Моя история» проходит торжественное открытие. На месте находится наш корреспондент Ольга Башук. Ольга, здравствуйте. Какие мероприятия ожидают якутян в рамках фестиваля «Доброе кино»? Здравствуйте, Кристина. Уже сегодня в 4 часа дня в рамках фестиваля «Доброе кино» пройдет презентация фильма «День рождения» и встреча с режиссером документального и социального кино из Москвы Юлией Сапоновой. Завтра, 1 мая, в Большом зале Якутской духовной семинарии с 3 часов дня состоится показ фильмов «Царь-птица», «Человек», а также фильма призера международного фестиваля «Радонеж», Киево-Печерская лавра, фотографии тысячелетия. Завтра, 2 мая, завершающий день фестиваля. Показ фильмов также пройдет в зале Якутской духовной семинарии с 2 часов. На этот раз зрителей ждут специально отобранные фильмы с международного фестиваля православного кино «Покров». Завершит программу концерт Анны Авериной «Музыка кино» в Доме дружбы народов имени Кулаковского. Напомню, на все мероприятия фестиваля вход свободный. Кристина? Ольга, спасибо. А я напомню, на прямой связи со студией была наш корреспондент Ольга Башук. Новые объекты в этом году построят в Алекминском районе, где будет проводиться СА «Халанхо-2020». По проекту там планируется изготовить новые трибуны, площадь для проведения обрядов и священное дерево Аллук-Мас. Многие элементы будут выполнены в оригинальном исполнении. С места трибун очень красивый вид на всю долину Аньях. И просто ждем, не дождемся того дня, когда у нас пройдет первый ИСЭХ, и чтобы вот этот вот как сюрприз открыть нашим жителям и гостям нашего района вот это вот живописнейшее место. 19-й молодежный фестиваль «Мирный поет о мире» подходит к концу. Сегодня состоится гала-концерт, на котором выступят лучшие участники, а также гости фестиваля. Кавер-группа «Моджо», диджей Грув, испанский композитор Хорхе Гадас и другие. О конкурсантах и фестивале в сюжете Марии Урцевой. Елену Сафронову знают как одну из ведущих актрис Мирнинского театра. Но на 19-м фестивале «Мирный поет о мире» она выступает в другой роли. Мы рядом, руки протянуть, дыхание ваше ощутить. Все остальное как-нибудь. Мы рядом, этим стоит жить. Вместе с коллегами, кстати, не актерами, а осветителями, звукорежиссером, объединились в группу «Булавка». В Петербурге мы как-то гастролировали. Были местно известны?
местно известные, а теперь мы просто решили на досуге продолжить и поучаствовать в фестивале «Мирный поет о мире». Наша коллега, ныне покойная, она умерла в это лето, Вера Елисеевна Заманкова, она была помощником режиссера долгое время в нашем театре, мы ее очень любили, ее творчество, и на ее стихи очень позитивные, светлые, яркие, написали музыку, аранжировали, и сегодня такая дань ее поэзии. Другие участники и гости 19-го фестиваля «Мирный поет о мире» из солнечной Испании. Карлос Фалгоса и Хорхе Гадас. Карлос – один из лучших фотографов Европы. Хорхе – композитор электронной музыки. Фотопроект Карлоса о мирном вдохновил Хорхе на написание композиций, посвященных алмазной столице. И теперь они делятся своим творчеством с горожанами. Таких разных людей, ставших единой командой на фестивале «Мирный поет о мире» множество. В тандеме они создают что-то новое и необычное. Молодежь — это сейчас те, то есть когда я буду старая и буду жить на пенсию, эти люди будут управлять страной. И, соответственно, очень важно, чтобы у них уже сейчас были заложены очень правильные, крутые ценности и понимания. К сожалению, там, в связи разных ситуаций, то, что сейчас модно, не модно, оно не всегда несет. Вот мне кажется, этот фестиваль, он может именно позиционировать, что все, что интересно из позиции, оно может быть крутым. И второй момент, конечно, в фестивале была фишка, и всегда говорили, что вот ДК всегда был полон, это люди между собой как-то знакомились, репетировали, и так далее. И вот мы постараемся вот эти вот две истории, то есть когда это осмысленные фестивали, когда это вот такая некая творческая коллаборация, что мы постараемся в этом фестивале это воплотить. Фестиваль объединяет самых разных людей, но именно это способствует их развитию в будущем и переменам в жизни. Как говорят организаторы, не зря слоган «Мирный поет о мире» этого года «Меняет мир, тебя и будущее». Во вторник, 30 апреля, на гала-концерте мирницы увидят результаты 7-дневного творческого марафона участников Большого молодежного фестиваля. Мария Урцева, Алексей Меркулин, Артур Голиков, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.